дорогие, добрый день, Дарик Халчин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». И, друзья, хочу вам показать, на каком уровне уже моя кухня, ремонт на моей кухне, что здесь происходит. Дело в том, что, друзья, сами знаете, что на улице холодно, и как только мы сделали эту стяжку, тут стало очень, у нас на улице стало очень холодно, и стяжка очень долго сохла. И помимо того, что сохла стяжка долго, намокли все стены наши от этой стяжки. Поэтому ждали, пока высохнут стены, пока высохнет стяжка эта. Там теплый пол, как я сказала, уже провели, но я не снимала. Когда где-то что-то я снимала, но я его не сохранила. И вот замазал эту последнюю стену. 3 стены уже готовы, а это еще нет. Вот первый, ну и надо еще вот зашпаклевать теперь. Это тоже наброски делались, долго сохло, хотя и печку занес он. Но из-за того, что тут у нас практически нет фундамента, сырость все-таки от земли выходила. Но сейчас с теплым полом, я надеюсь, у нас тут ни сырости, ничего не будет. И он еще хочет снаружи железо тоже снять и там какую-то, я не знаю, чем-то замазать, чтобы не было сырости. Понял он все, почему тут эта сырость бывает, и все такие проблемы. Конечно, не хотелось бы делать затраты именно на эту комнату, на эту кухню, но пусть будет так. Все равно эта кухня у меня, пока я буду держать хозяйство, мне нужна, чтобы я тут всю молочку, все такое делала. А так, будем надеяться, что у меня тоже будет мечта, не будет, а у меня есть мечта о большой красивой кухне, что эту мою мечту мы с вами как-то сможем осуществить. От вас требуются только просмотры, а остальное все будет. Так, вот, значит, какую плитку он купил. Я, правда, не видела, он ездил сам как раз, когда я болела, выбирал сам, купил сам, не знаю. Ну, вот первый ряд. Иди, говорит, мам, посмотри, я просто один ряд положил, посмотри, что да как. Вот такая плитка, короче говоря. Ну, надеюсь, скоро-скоро мы будем уже на этой кухне, и я как-то уже успокоюсь, и не то что успокоюсь, а мне будет намного легче, потому что сейчас, честно сказать, очень трудно. Так, и вот такой вот бардак у нас здесь везде. Я не выходила, ничего тут не делала. Вот, как видите, все в красе. Это все, конечно, нужно убирать. Ну, ничего. Алхамдулилла, лишь бы мы были живы и здоровы, все будет. А гуляет моя птичка. Вы поверите, что я, наверное, дней 5 сюда не ходила, как только заболела. Вот после своего дня рождения не выходила сюда. Даже к своей птице. Кормили и птицу даже мои мальчики. Ну, давайте, раз уж пришла, посмотрю, что тут мои курочки делают. Грязь, слякоть. Лучше бы снег был. Вчера все жаловались, что у вас у всех снег, зато у нас грязь. Видите, какая грязища. Лучше бы уж снег зимой, чем такая слякоть. Ну чего, прибежали. Вон сколько кукурузы вам накидали. Они корм не кидают, а кидают кукурузу. Им проще. Ну, пацанам я имею в виду. Ну, скоро я сама выйду, и вам будет хорошо. Так, ой, я не вижу, что я снимаю. Ну, вы мои красавицы. Вкусняшек хотите? Вы вкусняшек хотите? Ах, вы мои красавицы, мамины человеки. Ты, маме, человек. Ну что, грязно вам тут, да? Грязно, конечно. Корма вам не кидали. Ничего вам не готовили. Ну, скоро, может быть, даже с завтрашнего дня я начну за вами уже сама ухаживать. Красавицы вы мои. Вы мои хорошие. Вот так. Вот, приду в себя. Точно надо будет первым делом убрать всех этих гусей и уток. Они у меня уже очень много переедают. Плохая я хозяйка в этом году. Каждый день думаю, вот уберем, никак не уберу. 2 уточек, правда, я убрала еще перед тем, как заболела. Но надо быстренько этих гусей убрать, и уток убрать. И, наверное, сделаю немножко тушенку. Из уток, скорее всего, гусей что-то жалко на тушенку. Ну, как-то так. И чуть-чуть попозже уберу старых кур, тоже, наверное, на тушенку пущу.
Все равно они уже двухгодовалые, получается. Будут они меньше нестись. Лучше их убирать. Скоро уже огородные работы. Вчера меня спрашивали про рассаду. Не буду я сажать, девчонки, рассаду, потому что мне ее просто даже невыгодно сажать. Была бы теплица, другое дело. А в доме на подоконниках она у меня практически не растет, потому что там темно. У меня даже комнатные цветы очень плохо растут из-за того, что темно. Ну, солнечный свет не попадает прямо туда, потому что вот эта терраса моя мешает. А покупать подсветку тоже, мне кажется, накладно. В прошлом году я купила одну за 1500. Так я за эти деньги хорошую рассаду куплю, просто у знающих. Может быть, так, ради интереса какие-нибудь семена вот просмотрю, куплю, ну, такое, что-нибудь необычное. На один подоконник, под одну подсветку, может быть, и возьму, а может и нет. Так что вот как-то так, друзья. Пока у меня не будет помощницы, я не хочу ничем заморачиваться. Немного решила себя поберечь. И, друзья, раз уж начала показывать кур, посмотрим с Мартой, что тут. Марта, я и сюда уже дней 10 не заходила, как корову запустила, а потом заболела. Да, Марточка? Ты мамина холосая. Чего ты хочешь? Выросла моя Марта. Мы ее еще пока даже на привязь не сделали. Нужно тут тоже в сарае очень много работы. Ой, моя Манечка, Маня. Манечка. Маня. Манечка. Маня, когда у нас теленочек будет с тобой, а? Скорее всего, только в марте. Моя хорошая. Пойду на улицу гляну, что. А то не выходила. Так. Сегодня у меня тоже такой день закрепления, выздоровления. Как бы тоже ничего не делаю. На улице тем более не делаю ничего. Ой, надо ворота мыть, но пока нет. Пока не стану совсем здоровой. Вот вам и зима у нас. А вы, девчонки, жалуетесь, что у вас снега много. Лучше бы снег. Мне кажется, что чем эта слякоть, грязь, которую все время таскают. 4-5 дней, как Мадина уехала. Сколько? 3 дня Мадина уехала. Не подметала на ступеньках. Так столько понатаскали грязи. Пацаны мои. Вот так вот. Представляете, какой огромный домино отгрохали, а? Месяц-полтора тому назад там ничего не было. Ну, вам сейчас не видно, а мне видно. Двухэтажный огромный дом. Молодцы. Так, ну ладненько, пойдемте дальше. Мне нужно мыть полы. Трубу испачкали. Тут сидят как курочки. Пацаны собираются и на этой трубе сидят. И как испачкали. Мне нужно постирушку сделать. Ворота надо будет в этом году. Постараюсь покрасить, перекрасить. Дороговато, конечно, но надо будет. Видите, как даже не облезли, и облезли, и обесцветились они. Надо будет как-нибудь денежку выкроить, да сделать это. Ой, делов, конечно, очень много. Делать надо много чего. Но ничего, все потихоньку. Так, ну вот, друзья, мы пообедали, убрала посуду, помыла, как видите, полы, почистила дверь. И тут полы помыла. Немножко успокоилась, хоть прибралась немного, а то было, конечно, не очень-то. Так, нужно мне еще покупать шторы. Я хотела как раз после дня рождения ехать покупать шторы. Окна не помыла, окна грязные, девочки. Так что, так, смотрите, с полузакрытыми глазами на окна просто показываю, потому что хочу купить шторы. После дня рождения хотела поехать, но заболела. Вот, я говорила, по-моему, в тот день, когда убиралась, что она у меня разорвалась. Но я не знаю, просто потянула ее, чтобы задернуть. И буквально 2 метра, ну, полностью разорвалась. И зашить тоже не удается, потому что, видимо, солнце ее все-таки, хоть и не поступает, тут прямых лучей солнца, но прожгло, наверное. Жалюзи нет. Вот такие вот дела. На этом окне у нас, Ибрагим, бардак.
Вся аппаратура твоя там, да? Ну вот. Почему моя? Ну и не моя же. Не моя. И не твоя, да, значит? Значит, твоя. Нечего тут рожу корчить, я сейчас тебя покажу. Что? Со своей прической. Ладно, не буду. А то ты у меня не причесанный. Вернее, не постриженный. Так, ну все, друзья, ладно. Посмеялись. Так, немножко Ибрагима в кадр. Пастерушку сделала сегодня два раза. Ну все. Так, друзья, у нас уже вечер. И я готовлюсь к ужину. И для семьи, и для себя, как всегда. Так. И хочу... Ну, ничему сегодня такой не буду показывать, что и как, наверное, ничему учить. Просто хочу все это делать вместе с вами. Может быть, будет в ускоренном варианте, чтобы это не затягивало. Просто один день, можно сказать, не один день, а вечер со мной. Так, сейчас немножко просто озвучу, а потом, может быть, быстро. Так, не буду говорить рецепт, что рецепт у меня есть, уже снимала. Сладкий рис попросил еще вчера меня мой старший сын. Сейчас делаю все на глаз. Но недавно я делала его, и если что, он там есть у меня. Рис я уже отварила, промыла, он у меня стекает. Сейчас немножечко в масле потомлю изюм. Для меня у меня на ужин будет рыбка такая. Мадина, когда приезжала, привезла мне вот такие вот стейки семги. Дорогое, конечно, удовольствие. Буду запекать вместе с овощами. Так, тоже у меня где-то был рецепт, но сегодня не буду никаких рецептов говорить, и что, просто вот буду делать как. Так, значит...
друзья, представляете, снимала, у меня, оказывается, микрофон выключился. Я еще не очень-то привыкла к этому микрофону, и с этими микрофонами не дружу совершенно. Я так и не рассказала вам про микрофон, но потом я вам расскажу все-таки, что у меня с ним тоже случилось. Значит так, сын у меня уже с работы пришел, он поел плов. Я на обед делала плов. Мы все, ну не мы, я не ела, конечно. Мальчики были пообедавшие. Поэтому он поел плов. Ну а теперь я буду делать вареники. Ему я не успела вареники сделать, поэтому буду делать их сейчас. Значит, как я сказала, у меня картошка, пюре было оставшееся с вечера, со вчерашнего вечера даже вот. И творог, замороженный творог у меня, разморозила его, для мамы приготовила творог. Будем сейчас делать. Итак, я тоже уже поужинала, все. Рыбка с овощами была очень вкусная. Тоже пошла там немая съемка, вы будете видеть. Поэтому я ее ускорила, потому что там говорилось, что я делала, я уже не помню. Вот, закройте дверь. Вот так вот, друзья. Так, ну буду вручную раскатывать, тестораскатку сюда не буду прикручивать к столу. Потому что у меня у этой тестораскатки внизу сломалась эта штучка, которая прикручивается к столу. Ее нужно плоскогубцами, потом опять волокита. Ну, для вареников и пельменей не так уж тонко надо раскатывать, как для мант, поэтому раскатаем вручную. Так вот, друзья. Может, кто-то давно не делал вареников, давайте тоже со мной вареники. В творог я немножко добавила укропчику. Было бы хорошо, если бы зеленый лук. А в картошку никто у нас не ест с луком или с чем-то. Просто так я туда добавила сливочное масло, когда вчера делала пюре для гарнира. Все. Думаю, хватит. Так. Вот такая вот штучка. С такой вот ручкой. Продаются у нас в хозяйственных магазинах, на рынке. Спрашивали, но я точно не знаю диаметр. У меня есть чуть-чуть побольше одна и поменьше одна. Вот что поменьше, я люблю с ней лепить пельмени. Мне нравится, когда пельмени маленькие. Раз, положил в рот целую пельмешку. И все. Ну, теперь, наверное, пельмени я уже долго не буду есть. Началось все, между прочим, у меня из пельменей. Мне было плохо от пельменей. И вот я как-то рискнула на диету. Так. Все. Не буду заморачиваться, там что-то придумывать, наверное. Хотя можно и вот так вот, да, что-то придумать.
Вот, друзья, с картошкой я налепила. Но это пока у меня еще картошка, конечно, осталась. Я просто сейчас закину, чтобы мальчики поужинали. Вот. И сразу же сделаю сейчас с творогом, потому что, как я сказала, мама ест, конечно, и с картошкой, но она больше любит с творогом, поэтому и Дивер тоже любит с творогом. Им я сделаю с творогом. Воду поставила, пока вода закипит, налеплю быстренько еще. А потом уже налеплю с запасом и заморожу. У меня вообще сейчас все запасы закончились, пока болела, пока с этим ремонтом. Нужно все делать, друзья. Нужно делать заготовки. Как раз скоро будут зарплаты, пенсии и все. И надо будет делать все. Запасаться. И, как я сказала, надо будет гусей убрать. Сразу в один день, конечно, не буду, но по два, по одному гусю, уточки буду убирать. Так что у нас с вами работы много. Скоро весна. Начнутся огородные работы. Жизнь продолжается. Так, друзья, ну все, налепила я вареников. Это пока на ужин. А потом попозже долеплю остальные. Сейчас сначала отварю с творогом, а потом с картошкой. Действительно, надо запасы делать, чтобы было все готово. Пришлось купить сметану. Все-таки плохо, когда не доится корова. Так, принес Ибрагим вот такую вот сметану, но она как сливки, прям жидкая-жидкая. Надо было купить чабан, а он купил горянку. Видите, какая? Ну ничего, я разлью в воде кисушки и будут макать туда. Все, эти закипают, но я сейчас сначала поставлю. Диверу и занесу маме. И потом, походу, они тоже догонят. Так, ну вот, теперь готовы и с картошкой. Ну и все, мои дорогие, на сегодняшний я сегодня свой влог закончу. Вареньки я буду спокойно долепливать. Ролик сейчас поставлю, отдам Ибрагиму, чтобы он его монтировал. На этом все. Кто ко мне зашел без подписки, прошу вас подписаться. Я это крайне редко прошу, но и прошу еще раз проверить ваши подписки, потому что бывают все-таки отписки тоже. Огромное вам спасибо за ваши комментарии, за лайки, за ваше участие,
за ваши просмотры. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня.